1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, где-то 40-45 зернышек в одном колоске. Определить на глаз итоги своего труда путем количественного подсчета для Тимирлана Измайлова не составит труда. Мужчина в сельхозпроизводстве более 20 лет. К весенней посевной кампании здесь, в ГУПе «Магаз», подготовились основательно. Прогнозы хорошие, если погода не внесет свои коррективы. Мы уже отсеялись, закончили яровой сев. Сейчас идет обработка средствами защиты растений. И начнем культивацию и будем ждать урожая. И готовимся к уборке, комбайны готовим, и склады. Будем готовиться. Я думаю, мы получим хороший урожай пшеницы. У нас всего и в Сурхахах, и в Яндырке, в общем, посеяно на площади 3 стога. И там, здесь результат хороший. А дальше посмотрим. Посевную закончили, как и собирались, срок. Всего в этом году в ходе весенне-полевых работ под яровые было отведено 28 тысяч гектаров земли, почти столько же под озимые. Более 19 тысяч гектаров озимой пшеницы, проделало 10 тысяч гектаров озимого ячменя, третикали у нас 40 гектаров, кукуруза почти 21 тысяча гектаров, подсолнечник 2500 гектаров, ячмень яровой 3,5-3600 гектаров. Овес где-то проделал 6500 гектаров. Цифры внушительные, но посадить еще полдела. Земля требует правильного ухода. Почву обработать, растения удобрить. Для качественного урожая в республике региональным Минсельхозом завезено более 2000 тонн тяжелых удобрений и 5000 тонн аммиачной селитры. Дизельное топливо, соответственно, у нас достатки. Сельскохозяйственная техника, которая была в этом году задействована в посевной кампании, это проделало 653 единиц техники. Плюс 526 единиц прицепного инвентаря. То есть можно заверить, что посевная кампания прошла на уровне. Конечно, это благодаря поддержке главы Республики Ингушетия, это благодаря поддержке правительства и опытному руководству министра сельского хозяйства. Всего по республике насчитывается порядка 70 тысяч посевной площади. Все земли стараются ввести в оборот, ведь реализация продукции предприятий приносит доход в бюджет государства. В этом году в ГУПе «Магаз» была посажена сахарная свекла. За последние 10-15 лет сахарная свекла в республике не выращивалась. Это по поручению главы республики, по поручению министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Патрушева о безопасности, продовольственной безопасности. То есть, как мы знаем, поднимаются цены на сахар, на подсолнечное масло. И чтобы регулировать эти цены, мы увеличили, сельхозтоваропроизводители России увеличили посевы сахарной свеклы. И также мы не опаздываем. В этом году мы посеяли 550 гектаров сахарной свеклы. Сегодня в агропромышленный комплекс республики входят 54 сельхозкооперативов и около 2000 крестьянско-фермерских хозяйств. Каким получится урожай, подсчитывать пока рано. Прогноз – дело неблагодарно, уверяет аграрий. Хава Гагиева, Акрамат Дасхоев, Новости 24.